Европарламент обсудил ситуацию в Бадахшане. На проведение конкурса «Таджики. Зеркало истории нации» выделено 1,5 миллиона сомони. В соцсетях распространилось видео, где сотрудник отдела по вопросам миграции в России избивает мигранта. Борис Джонсон ушел в отставку. Европарламент 6 июля обсудил ситуацию в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В ходе этой дискуссии члены законодательного органа Европейского Союза выразили обеспокоенность чрезмерным применением силы против демонстрантов в Губау, гибелью людей, нарушением прав человека и давлением на СМИ и журналистов. Депутаты из Австрии, Германии, Польши Кристиан Сагарс, Карстен Люке, Ингин Раглу, Ричард Сернецкий и Сергей Лагодинский обратились к парламенту, учитывая ситуацию в Губау, принимая во внимание обязательства Таджикистана по соблюдению Декларации о правах человека и внутреннего законодательства, использовать рычаги давления на правительство Таджикистана. Член Еврокомиссии Вирдиус Синкевичус сообщил, что власти Таджикистана применили оружие против демонстрантов, в результате чего были убиты и ранены десятки человек. Также он указал на задержание сотен человек и давление на СМИ и журналистов. Он также отметил, что сразу же после начала майских событий в Губау послы 3 европейских стран выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией в регионе. Он предложил довести до сведения правительства Таджикистана, что правоохранительные органы этой страны должны действовать в соответствии с принципом законности и положить конец давлению и гонениям. Синкевичус заявил, что в Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в Губау и Таджикистане в целом, и они намерены добиться международного и независимого расследования этих событий, а также выразить свою обеспокоенность в ходе политических консультаций с правительством Таджикистана, запланированных в сентябре. На заседании Европарламента было принято решение провести голосование по вопросу, подготовленной Синкевичусом резолюции о ситуации в Губау сегодня, 7 июля. Министерству финансов Таджикистана поручено выделить исполнительному аппарату президента республики 1 миллион 480 тысяч сомони на проведение в 2023 году республиканского конкурса «Таджики. Зеркало истории нации». Имеется в виду книга Бабаджона Гафурова «Таджики». Распоряжение об этом сегодня подписал президент страны Эмомали Рахмон. В документе указано, что деньги будут выданы наличными из резервного фонда президента страны, предусмотренных на 2023 год. Контроль за целевым использованием средств поручен Минфину, которому исполнительный аппарат президента будет представлять отчет о произведенных расходах. Как сообщает пресс-служба президента страны, конкурс будет организован в честь 115-летия академика, героя Таджикистана Бабаджона Гафурова. Распоряжением также поручено утвердить положение, состав комиссии, премии конкурса, вопросы и список рекомендуемой литературы, а соответствующим государственным ведомствам и их структурам на месте принять необходимые меры по проведению конкурса на высоком уровне. В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как один из сотрудников отдела по вопросам миграции в России во время процесса оформления документов бьет мигранта локтем в живот. Правозащитник, учредитель МННО Буюк Килаяк и руководитель ряда организаций Бахром Исмаилов, проживающий в Москве, поделился видео на своей странице в соцсетях. В процессе оформления трудового патента предположительно один из сотрудников ОВМ по городу Воронеж наносит трудовому мигранту удар и толкает его, пишет в описании к видео правозащитник. Сотрудник должен быть уволен, а руководство должно принести личные извинения трудовому мигранту, комментирует Бахром Исмаилов. В комментариях к видео он добавляет, что занимается данным делом лично. В описании к видео не уточняется гражданином, какой именно страны является мужчина, которому применена сила сотрудник миграционного отдела России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку с должности главы правительства и с поста лидера правящей консервативной партии. Об этом он заявил 7 июля. По словам Джонсона, ему жаль покидать свой пост, который он считает лучшей работой в мире. Однако в политике никто не является незаменимым, сказал он. Даже если происходящее иногда кажется безрадостным, наше будущее вместе будет прекрасным, сказал Джонсон. По сообщению BBC, его выступление закончилось короткими аплодисментами собравшихся. Ранее с премьер-министром фактически отказались работать его же правительство. Более 50 человек кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку.